Меня зовут Махнева Ксения, я из 5 В класса, школы номер 21 города Якутска. Николай Васильевич Гоголь, повесть «Ви». Философ уселся вместе со всеми в широкий обширный кружок на вольном воздухе. Скоро баба в красном очепке высунулась из двери, держа в руках горшок с галушками, и поставила его среди готовившихся ужинать. Каждый вынул деревянную ложку, другие за неимением деревянную спичку. Когда голод всего этого собрания немного утешился, многие начали разговаривать. Разговор, натурально, должен был обратиться к юноше. «А правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько медных блях и пуговиц, что стал похож на лавку мелкой торговки. А правда ли, что паночка, не тем быть помянута, зналась нечистым?» «Кто? Паночка? — сказал Дорож, уже знакомый нашему философу. Да она была целая ведьма. Я присягну, что ведьма». «Полно, полно, Дорож, — сказал другой, который во время дороги занимал большую готовность утешать. Это не наше дело, Бог с ним, нечего об этом толковать». Но Дорож вовсе не был расположен молчать. Он перед этим сходил с ключником в погреб по какому-то очень важному делу. И, наклонившись там к 2 или 3 бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку. «Что ты хочешь, чтобы я молчал?» — сказал он. «Да она на мне самом ездила, ей-богу, ездила». «А что, дядьку?» — сказал молодой овчар. «Можно ли по каким-нибудь приметам узнать ведьму?» «Нельзя», — сказал Дорож. «Никак не узнаешь. Хоть все псалтыри перечитай, и то не узнаешь». «Можно, можно, Дорож, не говори этого», — сказал прежний утешитель. «Недаром Бог дал человеку то что можно узнать ведьму по маленькому хвостику. Когда стара баба, то и ведьма», — сказал хладнокровно седой казак. «Ох, хороши вы!» — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. «Настоящие толстые кабаны». Старый казак, которого имя было Евтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что его слова задели за живую старуху. А погонщик скотины пустил такой пустой смех, будто 2 быка, ставшие один против другого, разом замычали. Этот разговор возбудил неопределимое желание философа узнать обстоятельное про умершую Сотникову дочь. И, желая навести всех на прежнюю материю, вдруг спросил: «А почему все это сословие, сидящее за столом, считает паночку ведьму? Разве она причинила кому-то зла или извела кого-нибудь?» «Было всякого», — отвечал один из сидевших с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату. «А кто не припомним царя Микиту или того?» «А что ж такое царь Микита?» — сказал философ. «Стой, я расскажу про Микиту», — сказал Дорож. «Нет, я расскажу про Микиту», — сказал табунщик, «потому что он был мой кум». «Я расскажу про Микиту», — сказал Спирит. «Пускай Спирит расскажет», — закричала толпа. Спирит начал. «Ты, пан философ Хамабрут, не знал царя Микиту. Ох, какой же был человек! Бывало, каждую собаку на улице он знает как своего родного отца. Теперешний царь Микула, что сидит третьим за мною, и подметки ему не годится. Он, конечно, тоже разумеет свое дело, но он против него дрянь помоет. Ты хорошо рассказываешь». «Хорошо», — сказал Дорож, одобрительно кивнув головой. Спирит продолжал. «Каждую собаку он знает как своего родного отца. Бывало, свистнет он: а ну разбой, а ну быстро, и на коне во всю прыть. И тут уже рассказать нельзя, кто кого обгонит, он ли собаку или собака его. Сивухи кварту свистнет вдруг, как ни в чем не бывало. Ох, славный был псарь. Только с недавнего времени начал он беспрестанно заглядываться на паночку. Колебался ли он точно в нее, или уж она его так очаровала, что пропал человек, обабился совсем, сделался черт не весь что, фу, непристойно сказать». «Ты хорошо рассказываешь», — опять сказал Дорож. Спирит также продолжал. «Бывало, придет на конюшню паночка, так он и поводу из рук пускает, и разбой зовет бровком, спотыкается, и не весь что делает. Пришла однажды паночка на конюшню, где он чистил своего коня, и говорит она ему: «Что, Микитка, дай-ка я положу на тебя свою ножку». А он дурень не рад тому, говорит, что не только ножку, но и
сама на меня садись. Палочка поднялась, и как он увидел ее, белую, наглую, полную ножку, так и говорит, вчера я шломила его. Он, дурень, нагнул спину. Она на него села, и как конь поскакал он по всему полю. И уж куда они ездили, где были, он ничего не мог рассказать. Только воротился едва живой, и с той поры и сохнул весь, как щепка. Однажды пришли люди к нему на конюшню, и тут видят, вместо него куча золы лежит и пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою. А такой был псарь, что на всем свете не можно и найти. Все.